Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был примером милосердия, которое он проявлял по отношению ко всем, кто его окружал, близким, друзьям, чужим и даже врагам. С уважением и милосердием он относился к окружающей среде и животным, так как животные являются созданиями Аллаха. Он учил своих последователей относиться к ним с достоинством и заботой. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Уважительное, доброе отношение к домашним животным. Это в исламе без всякого сомнения благое деяние, богоугодное деяние. Уважительное отношение к животным – это то деяние в исламе, благодаря которому, по милости Всевышнего Аллаха, человек попадет в рай. А неуважительное, недоброе отношение к животным, в частности к домашним животным в исламе, это то деяние, по справедливости Всевышнего Аллаха, если человек будет так пренебрегать отношением к домашним животным, то он попадет в ад. Это есть в хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах в Коране говорит: бисмиллахир рахманир рахим, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ صدق الله العظيم. Нет ни одного животного на земле и ни одной птицы, которая летает с помощью своих крыльев, кроме как у них общины, подобные вам, говорит Всевышний Аллах в Коране. Что это значит? Это значит, что у животных, у птиц, у всех существ, которых создал Всевышний Аллах, у них есть своя жизнь, у них есть своя община, у них, можно сказать, есть свой быт, свой путь. И человечество, люди должны уважать их жизнь, уважать их путь и уважать то, что вложено в них, в этих животных, Всевышним Аллахом. Мы все верим, знаем, без всякого сомнения, что все сущее создано Всевышним Аллахом. Все создания на земле были ниспосланы для нашего блага. Они находятся не на том же уровне, что и люди, но никто не должен относиться к ним жестко. Ответственность человечества заключается в том, чтобы им хватало еды, воды и защиты. Создания Аллаха не должны подвергаться насилию и пыткам, что приведет к наказанию Аллаха. Истинный верующий показывает свою веру через уважение всех созданий, а нрав и поведение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, является лучшим примером. Животные – это существа, которых создал сам Всевышний Аллах по своей милости. И в создании этих животных лежит очень большая мудрость, заложенная Всевышним Аллахом. Мы нуждаемся в этих животных, и животные, без всякого сомнения, нуждаются в нас. И мы получаем пользу от животных, от их жизни, от их существования. Также и животные получают пользу от нас, от нашего существования. Однако не должно быть так, что животные будут получать вред от человечества, от людей. Мы должны оберегать природу, и часть этой природы, большая часть, основополагающая часть природы заключается именно в животных. Это такой круг жизни, это такая система, которую выстроил сам Всевышний Аллах, что все мы нуждаемся
в друг друге, и такова устроена жизнь на нашей Земле, на нашей планете. Ислам предписывает людям относиться к животным, всем созданиям, птицам, морским обитателям, насекомым с достоинством и уважением. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, предписал людям проявлять доброту. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверных своих хадисах сказал, что однажды была женщина, которая относилась плохо по отношению к кошке, которая была у нее дома. Что делала эта женщина? Эта женщина сама не давала еду этой кошке, не давала воду. Не просто сама не давала еду и воду, а даже не выпускала эту кошку на улицу, чтобы эта кошка сама, по воле Всевышнего Аллаха, могла найти для себя пропитание, могла найти для себя еду и воду. И это плохое отношение к одной кошке привело к тому, что Всевышний Аллах в день Великого Суда ведет эту женщину в ад. Так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своем хадисе. Однако доброе отношение к животным. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе сказал, что был человек, который подобающим, добрым образом относился к собаке. Собака, как мы знаем, в исламе она считается наджасом, то есть грязной. И даже человек, который коснулся собаки своим телом или своей одеждой, для намаза эта одежда и этот человек не являются чистыми. Он должен постирать свою одежду, также очистить свое тело от этого наджаса. Однако, если у тебя дома или в твоем хозяйстве все-таки есть эта собака, которую ты используешь, например, в целях охраны дома, своего огорода, своего имущества и так далее, то есть ты являешься нуждающимся в этой собаке, то тогда ты должен относиться даже к этой собаке наилучшим образом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что был человек, который относился к своей собаке лучшим образом, и благодаря этому подобающему, высокому отношению человека к этой собаке должным образом, Всевышний Аллах по своей милости ввел этого человека в рай, простил ему грехи. Таково отношение человека к животным. В доисламские времена языческие суеверия и практики включали в себя акты пыток и жесткого обращения к животным. Когда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники переехали в Медину, они заметили, что мединский народ отрезает горбы верблюдов и жирные хвосты овечек на еду. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, запретил такую практику и сказал: то, что было отрезано у животного, пока оно было живо, является падалью, запрещено есть. В исламе правила относительно закалывания животных строго обозначены. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он ниспослан как милость для миров. Об этом Всевышний Аллах сказал в Коране: Бисмиллахир рахманир рахим, «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин, садакаллаху аль-азим». Всевышний Аллах говорит: «О пророк, мы не спасали тебя только как милость для миров». И даже когда в Курбан Байрам, в праздник Идуль-Адха, мусульмане приносят жертвоприношения животных, корову, быка, овцу, козу, верблюда. Мы приносим этих животных в жертвоприношение. Даже тогда, без всякого сомнения, мусульманин должен проявлять к этому животному наилучшим образом уважение. Например, он не должен ходить с ножом
перед глазами этого животного. Он должен сделать так, чтобы нож был таким острым, что жертвоприношение будет быстрым, чтобы животное не мучилось и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ваиза забахтум фаахсину зибха», когда вы приносите жертвоприношение, приносите жертвоприношение должным, подобающим образом, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И каждый раз мы знаем, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были людьми, приближенными рабами Всевышнего Аллаха, были достойными людьми, однако даже им часто пророк повторял, чтобы они относились к домашним животным, верблюдам, к лошадям, к ослам и так далее, подобающим наилучшим образом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что когда эти животные здоровые, вы питаетесь ими, однако, когда касается беда или что-либо неподобающее этих животных, вы их оставляете, и поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил небережное отношение к животным. Ислам – религия милости, ислам – это религия добра, ислам – справедливая религия, и поэтому просто так убивать животных, просто так плохо относиться к животным, это запрещено в нашей религии. Наша религия – это само проявление милости. И поэтому мы, люди, нас Всевышний Аллах создал разумными, нас Всевышний Аллах сделал так, что мы все чувствуем, видим, понимаем, но животные, даже если и видят, то много не понимают, как понимаем мы этот мир. У них свой мир, который создал Всевышний Аллах. Мы должны это уважать. Мы должны уважать границы всего сущего, всех созданий, которые создал Всевышний Аллах. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.